А все надеялись, что такого больше не повторится. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему пострадали таджики. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. 13 декабря в селе Саманьон-Боло сельского джамаата Чоркух города Исфара произошел конфликт между местными таджиками и кыргызами. Село Саманьон граничит с селом Кокташ Баткенского района Кыргызстана. В результате инцидента травму получил 21-летний житель села Саманьон-Боло Хизбулло Акилзада. Акиджон Таджиев, отец пострадавшего парня, подтвердил инцидент с соседами-кыргызами. Утром я возвращался домой с Верхней Махалы. С одной из кыргызских домов бросали в мою сторону камни. Я не обратил внимания и зашел домой. Спустя некоторое время один из кыргызов позвал меня на улицу. Вместе со мной вышел мой сын, которого кыргыз сразу ударил арматурой. Удар пришелся в область уха. Узнав об инциденте, собрались наши соседи и вызвали работников джамаата. Инцидент был исчерпан, рассказал Акилджон Таджиев. Как вы думаете, почему это произошло? И почему местные жители так враждуют? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Базарбой Таджиев, дедушка Хизбулло Таджиева, говорит, что его внук в настоящее время находится в больнице сельского джамаата Чоркух. Полномочный представитель президента Кыргызской республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что конфликт произошел ближе к обеду. По его словам, есть раненые с обеих сторон. Я переговорил с губернатором Сагдийской области Таджикистана Раджабоем Ахмадзада. Проходит встреча руководителей госорганов. Ситуация спокойная. Граждане между собой поругались и бросали камни, сказал Алимбаев. В пограничной службе ГКНБ в инциденте обвинили таджикистанцев. Во время проезда в сторону села Дахма через село Саманьон произошла перепалка между гражданином Кыргызской республики и гражданином Республики Таджикистан, которые начали нецензурно выражаться, и началась драка, которая переросла в закидывание камнями, говорится в опубликованном 3 декабря официальном сообщении. По данным погранслужбы, гражданин Кыргызской республики применил охотничье ружье, сделав 3 предупредительных выстрела в воздух. Погранслужба ГКНБ Кыргызской республики сообщила также, что 3 декабря в местности Дахма Баткенского района состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку. В ходе переговоров стороны изучили детали произошедшей драки между жителями Кыргызстана и Таджикистана. По итогам встречи стороны договорились о недопущении провокации и эскалации ситуации между жителями приграничных сел. Факт драки будет расследован со стороны территориальных органов МВД. Помимо этого, на данный участок будут направлены дополнительные наряды МВД, говорится в сообщении. Жители села Саманьон отметили, что сейчас ситуация стабильная. Официальные органы Таджикистана ситуацию пока не комментируют. Таджикистан и Кыргызстан не могут решить приграничный вопрос уже более 30 лет. Около 400 километров границы протяженностью свыше 900 километров до сих пор не определены. Неопределенные участки госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном являются основным фактором напряженности между Душанбе и Бишкеком. Из-за неопределенности границ часто возникают небольшие и масштабные конфликты. За последние 2 года жертвами военных противостояний стали сотни граждан Таджикистана и Кыргызстана. Самый кровопролитный конфликт в таджикско-кыргызской границе произошел в сентябре этого года, когда с обеих сторон погибли десятки человек, сотни получили ранения. Душанбе и Бишкек предъявляют взаимные претензии об акте агрессии и вторжении на свою территорию. Причем свои действия каждая сторона интерпретирует как защиту суверенитета и территориальной целостности. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров на состоявшемся недавно в Бишкеке народном Курулате заявил, что Кыргызстан и Таджикистан достигли предварительной договоренности по границе. По его словам, документы по границе будут подписаны в ходе поездки таджикской делегации в Кыргызстан. Как вы думаете, после того, как они решат проблему с границами, жить станет проще, или такие местные конфликты продолжатся? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.